Мои дорогие, добрый день, Дадик Халчин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». И начнем мы с того, что вот такая у меня покупочка сегодня. Правда, сама никуда не ездила, дорогие мои. Куриные потрошки, короче, тут у меня. Их мне привезла моя знакомая. Ну, я у нее купила просто. И мясо и печень привез мой сын. Сейчас мы потихонечку с вами разделаем это все. Так, тут у меня, значит, на 430 рублей килограмм стоит 70 рублей. Дело в том, что по моей диете рекомендуется есть куриные потрошки, но и без всяких этих рекомендаций. И раньше вы, наверное, знаете, что я часто их покупаю. Вот. Теперь я их все разделю на печенку и, короче, печенку отдельно и отдельно эти желудочки и сердечки. Сейчас отделю, чтобы они были по отдельности. Так. И мы с вами будем готовить рецепты. Так, видно? Сейчас. Пока мясо ставим. Вот так вот. Значит, так вот. Все тщательно надо будет промыть. Они не очень жирные. Если некоторые, когда я покупала здесь у своих соседей, они были очень жирные. Прям много жира на них. Я этот жир перетапливала и использовала на зажарку. Очень удобно, друзья. Ну, тут мало, тут просто я грязное уберу, а в основном этот жир оставлю, потому что я без масла буду просто на этом жире их тушить сами эти желудочки. Так, сейчас. Сразу и сердечки будем обрезать. Так, ну вот, друзья, теперь разделила я на печенку и на сердечки с желудочками. Всегда забываю про желудочки. Сейчас быстренько помою и расфасуем их по пакетам. Так, ну вот, друзья, все я промыла. Сейчас разложу по кулечкам. И пока в холодильник, в морозильник даже. Потому что сегодня я не буду готовить из них ничего. Так, примерно порционно разделю. И действительно в моей диете, друзья, очень рекомендуют есть субпродукты. Что куриные, что говяжьи, что бараньи, без разницы. Но не все же любят просто. Поэтому... Так, ну у нас дома и я люблю, и все наши тоже любят. И субпродукты, и требуху, и все-все. Каспер, я тебе все обрезки отдала. Ты все равно не наелся, да? Ну, вот так вот на 4 части разделю. Так.
Положила дуршлаг, чтобы вода стекла лишняя. Так. И теперь сюда же еще выложу их, чтобы тоже стекла вода. Так, теперь я просто разделю сердечки отдельно и желудочки отдельно. Так, ну вот, все с куриными петрушками справились. Теперь посмотрим, что за мясо же мне купили. Так. Ну, мясо на косточке. Это уже только на борщ. Короче, мясо тоже сейчас промоем сначала, а потом с ним разберемся, что куда. Промою, принесу. Так, мясо я промыла, немножко обсушила. И теперь посмотрим, что же это за мясо. Не люблю, конечно, когда покупают мясо мне. Ну, когда не сама покупаю. Так. Пока на косточке. Ну, в принципе, мясо красивое, конечно. Тут небольшая косточка такая. Сейчас посмотрим, что мы будем из него. Как мы будем его разделывать? Конечно, много жира. Видите, здесь жир, и там жир. Так. Пока свежее, можно и сварить с галушками. Люблю свежее мясо, не замороженное. Видите, мякоть вроде бы, а сколько жира тут и сколько пленок. Ух ты, сколько жира. Короче, только на манты. Так, ну вот такие вот косточки большие для борща, для бульона, хоть на борщ, хоть на суп, на что-то. Так, значит, у меня тут и мякоть, и на косточки. Не все можно. Вот этот кусок, наверное, я сделаю для гуляша. Некоторые для мант. Ну, короче, сейчас разделаем.
Так, друзья, вот с мясом я справилась. Значит, это у нас будет мясо с галушками. Там на косточке очень хорошее мясо. Это на бульон. Борщ, наверное, скорее всего. Это чуть-чуть с жирком для плова. Это будет гуляш. Это будут манты, потому что фарш очень жирный. Я сделала его на 2 части, разделила. А это уже на котлеты, на тефтели, на голубцы. Ну, что будет. Это просто жир перекрутила. Теперь хочу посмотреть, что у нас тут еще. Вот такая вот такой вот кусок печени. Тоже сейчас промою его. Сегодня ничего с ним тоже не буду делать. У меня есть сегодня еда. Готовить ничего не надо. Только разогревать. Поэтому сейчас быстренько помою. Всю посуду перемою за собой. Так, ну вот. Теперь помою печень, уберу. Короче, все это сейчас положу в морозилку. Уберу за собой посуду, и мы с вами будем гладить. Будем делать мою самую нелюбимую работу. Вот так вот, друзья. Так, ну и, друзья, начнем нашу глажку. Вот сколько у меня белья. Остальное не надо гладить. Ну, одежду я гладила, а белье понадкопила. И хочу немножко с вами поговорить. Буду гладить и будем разговаривать. Так, сначала поговорю о микрофоне. Вы себе не представляете, что случилось с моим микрофоном, за который мои дети заплатили, оказывается, почти 14 тысяч денег. Дело в том, что микрофон купила вечером, распаковала, вам показала распаковку. На второй день утром начинаю снимать. И что вы думаете? Штучка, которая прикрепляется к телефону, раз снимаю ее, и она прям с проводочками выходит из этой, ну, я не знаю, как она называется. И насколько я была расстроена, это ничего не сказать, друзья. Это было что-то. Мне было обидно, во-первых, что я и те микрофоны же ломала все-таки. 3 микрофона. Мама еще хотела всю вину на меня положить. То, что я говорит, типа, что я вчера ночью много раз доставал. Ну да, ты его столько раз вынимал, вставлял на место, что болит зуб, не могу нормально разговаривать. Я говорю, это ты его сделал все-таки, а на меня свалил. Короче говоря, я тут как маленький ребенок, что только не придумывал. Но мне было настолько обидно. А уже где-то в 4 часа вечера начали искать на сайтах, есть ли такая штучка, чтобы ее купить. Нигде Ибрагим ее не находит. Потом, что мы еще? Можно ли вернуть? Смотрим, можно ли вернуть. Все равно мальчики говорят, что нет, они будут все равно посчитают, что это не их, не брак их, а все-таки мы неправильно там что-то сделали, вынули или что. Короче говоря, я расстроилась. Думаю, ну ладно, хотя бы, когда стоил микрофон 3-4 тысячи, еще ладно. Но когда микрофон стоит таких огромных денег, и у меня все дети вместе сложились, сделали мне подарок, а я его так быстро сломала, нет, ну это было что-то, друзья. И все-таки из-за того, что они видели, что я очень потеряна, очень расстроена, они решили поехать в ремонтную мастерскую и отдать, посмотреть, припаяют ли эти проволочки. Просто 2 проводочка отскочила от той штучки маленькой. И поехали на Зрань посмотреть, где вот телефоны ремонтируют, посмотреть, отремонтирует ли кто-нибудь или нет. Но там настолько должна быть, знаете, такая ювелирная работа, что рассмотреть это все можно только под микроскопом. Настолько вот маленькие проводочки, настолько это маленькая штучка. Но примерно, чтобы вы представили, это в гнездо, где зарядочная вставляется в телефон. Вот эта штучка отскочила вместе со своими проволочками. И пацаны мне говорят, к 1, к 2, к 3 мастерам зашли, не делают.
мы не сможем сделать, и не видели, и не знаем, бывает ли такая в продаже. Короче, обошли все телефонные магазины, где продают телефоны, аксессуары и все эти вещи, чтобы посмотреть, есть ли вот эта штучка, чтобы ее заменить. Ну, наверное, где-то есть, просто найти не могут. Не может быть, чтобы не было, чтобы этой штучки нельзя было заменить. В итоге, короче, обошли они 5-6 мастерских, и вот один мастер взялся, сказал, что сделает, знает, и настолько ювелирную эту работу сделал. И я ему буду, наверное, всю жизнь благодарна. И самое главное, друзья, он не взял ни копейки денег. Это что-то. Настолько, сколько был подарок мне так дорог на день рождения, что его мне купили, что настолько было мне приятно, что его все-таки сделали, и что у нас хоть кто-то в республике смог такую вот работу сделать. Оказывается, этот мастер 9 лет был, и не думайте, что я специально делаю эту рекламу. Сейчас я... Просто он разговорился с моими пацанами, и он сказал, что он 9 лет работал в Москве, и только недавно приехал, и теперь работает у нас. Так, где-то был его номер, он прислал, где работает. Я специально его попросила, чтобы он мне скинул. Так, он еще ремонтирует, друзья, телефоны, компьютерную технику, ремонт кухонной бытовой техники, ремонт электроники, паяет всякие платы. И он находится, сейчас я вам скажу, где. Ну, для местных, просто для местных специально мне очень приятно, что он мне сделал этот микрофон, и все-таки я вот от души просто хочу его прорекламировать, наверное. Это в Назрани, где рынок фабрика, здание СССР, помещение номер 7. Смотрите, кто у нас вот в Ингушетии, кому нужно отремонтировать телефон, любую бытовую технику, компьютеры, все, короче говоря, он прекрасно ремонтирует. И он еще обещал мне тоже отремонтировать мой бойлер. Просто он пока приехать не может, а мне нужно, скорее всего, отвезти этот бойлер, потому что он говорит, в мастерской нет никого, он один, и я просто не могу выехать на выезд. На выезде он не работает. Поэтому нам надо будет как-то открутить этот бойлер и повезти к нему. Вроде бы он обещал посмотреть, если он сможет, то отремонтирует. Вот у меня такая надежда на это. И вот, друзья, вот такая вот у меня, вот такой вот у меня был, можно сказать, позавчера такой день радостный, что микрофон приехал, и огорчение, что я его так быстро сломала. Но мы все равно сейчас искали еще и после этого в сайтах, потому что я думаю, если один раз он сломался, то вряд ли он еще раз не сломается. Значит, все-таки микрофон плохой. Я вам попозже покажу, что за микрофон, чтобы, в принципе, вы его видели, но и сегодня покажу. И мне кажется, его не стоит, значит, брать, потому что настолько быстро. Просто я его вытащила, как обычно. Он так быстро сломался. Или нам именно такой попался неудачный, или у них они такие некачественные. Не знаю. Ну, на интересе я вам покажу. Сейчас принесу все-таки. Покажу вам коробочку. Вдруг кто будет покупать, вот, не покупайте. Мне кажется, что не стоит его покупать. А оторвалась, вот, я сейчас покажу поближе. Вот, значит, хочу поближе показать. Вот микрофон, сам коробочка. Отскочила у меня, вот я вам покажу, вот, видно, вот видите. Вот эта вот штучка выскочила отсюда вместе с проводами. Вот эта вот маленькая штучка. Так что микрофон Боя, по-моему, беспроводной. Мне кажется, не стоит его брать. Не знаю. Я такую сделала антирекламу этому микрофону и рекламу мастеру. Но я ему действительно очень благодарна. Мне было настолько жалко денег моих детей. Если бы я знала, что они вот так вот скинулись и потратились, я бы тоже, конечно, наверное, не дала им этого. Хотя они уже не дети, взрослые, конечно. Каждый из них зарабатывает.
Мне было приятно, что подарили, но мне было настолько неприятно, что я его сломала, что просто меня обида глушила. Вот так вот, друзья, поделилась с вами про микрофон. Никак не могу ее наладить. Так, и еще у меня хорошая новость сегодня. Вчера приехала моя сестра с больницы, друзья. Ей намного лучше. На днях поеду, проведаю ее. Тоже, то мы все переживали. Там еще какие-то разговоры были, что еще нужно ее обследовать. Но все обошлось. Алхамдулилlah, она уже дома. Сегодня звоню, я говорю, ну как, что ты там, чем ты там занимаешься? Я, говорит, никак не наиграюсь со своей внучкой. У нее 6-месячная внучка, и вот она со своей внучкой играется. Ну, правда, еще, говорит, одна нога у нее отекает. У нее были сильные отеки ног, прям вот я прям боялась. Но на что сказал врач, что ей нужно сделать УЗИ сосудов, посмотреть на состояние сосудов. Говорит, несколько дней отдохну, а то я уже, говорит, устала от этих больниц. И схожу, посмотрю, говорит, какие там сосуды, что. И назначили ей лечение, уже, в принципе, пожизненно принимать таблетки для сердца. Так что вот так вот, друзья. И представляете, если бы ее не вывезли, я не знаю, что бы с ней здесь было. Все-таки у нас врачи, конечно, неопытные, да и техники нормальной нету, мне кажется. Вот если бы не вывезли, ей бы вообще было плохо. И самое главное, представляете, мы же тоже живем в России. Вот там сколько они лежали не в частной клинике, а в государственной клинике. Ни одно лекарство, ни одну капельницу, ничего они там не покупали. Все бесплатно, по страховке. А тут мой племянник практически каждый день тратил 2-3 тысячи на все эти препараты. Он каждый день покупал какой-то препарат, который стоил 2600. И помимо этого и капельницы, и системы, и все, что надо, тоже приходится у нас покупать. Я не знаю, что такое, или просто нашу республику не финансируют, или то, что финансируют, не по делу направляют уже наши местные. Так что, друзья, вот так вот. И мой сын, когда тоже лежал вот с переломом пальца и с этим, он говорит, мы даже перекись, говорит, сами покупали. Перекиси нет в больнице, представляете? До чего мы дошли? Нет перевязочного материала. В травматологии нет перевязочного материала. Вот человек, который лежит стационарно, должен был сам покупать себе перевязочный материал. Стерильные салфетки, перчатки для медсестры, чтобы она в перчатках работала. Вы можете себе это представить? Вот такая у нас медицина. Хотя очень много у нас и хороших врачей, которые знают все. Но кому как попадется. Вот мне уже года 4 тому назад врач назначила лечение от гипертонии, препараты. И, машалла, я уже вот 4 года. Ну, у меня крайне редко, конечно, если я очень так перенервничаю, оно поднимается, но тем не менее, так, чтобы даже вызывать скорую, это уже эти, машалла, 3 года не было. Если вдруг я принимаю каждый день таблетку, каждое утро, вот если вдруг оно потом поднимется, она мне назначила другой препарат, и я пью уже экстренный другой препарат, чтобы снизить давление, и пока помогало. Поэтому как к какому врачу попадешь? Также невропатолог, к которому я попала, правда, тот первый невропатолог был у нас, была приезжая, она была русская, приезжала, по-моему, с Владикавказа к нам приезжала, но сейчас она уехала в Москву и у нас не практикует. Тоже она мне хорошо, вот по первому времени, когда вот мне вот полгода один раз сейчас делают лечение, она мне хорошее лечение сделала. А я тогда была, друзья, в такой истерике, панике, думала, все, когда после УЗИ сосудов мне сказали, что у меня сильный изгиб, даже не изгиб, а петлеобразная артерия сонная.
ну, по-моему, не сонная артерия, просто артерия, подключичная артерия, да, петлеобразная. И мне на УЗИ он сказал, что, в принципе, она и не операбельна, и ничего сделать нельзя. И я такая вся зареванная, все, собралась умирать, с работы сразу ушла. Приехала моя Танзила и говорит, что такое? Я говорю, ну и по телефону объяснила ей. Она говорит, мам, давай такой хороший врач, невропатолог, тебе пойдем посмотрим. Ей там она что-то назначала. Поехали. Она меня сразу успокоила. Вы знаете, когда еще врачи с тобой хорошо, там прям вот как доброжелательно разговаривают, отвечают, спрашивают, все это уже, мне кажется, поллечения. Когда уже а когда на тебя грубят, прям вот, или просто так, как вот, не знаю, относятся к своей работе, и не хочется с ними даже и делиться ничего, она меня сразу успокоила. Сказала, что ну и что тут такого, ничего страшного. Просто, говорит, возьми себе на заметку, что ты будешь лечиться полгода один раз, что ты будешь на таблетках. Иногда, может быть, постоянно придется тебе на таблетках быть. Назначила мне хорошее лечение. На тот момент у меня и холестерин был высокий. И вы знаете, после того, что как она мне назначила лечение, у меня и холестерин снизился. Я уже давно не на таблетках от холестерина. И капельницы эти, и сразу буквально вот 3 дня меня прокапали, назначение, конечно, было на 10 дней, но уже на 4-й день мне стало лучше, голова прояснилась, это такое, так страшно было. И она мне сказала, нет, ни в коем случае с работы не уходи, работай, потому что ты сейчас, говорит, будешь сидеть дома, прислушиваться к каждой своей болячке, прислушиваться, что вот тебя то занесло, то закружилось. Выходи на свою работу, будь среди людей, не думай о своей болезни, принимай вовремя таблетки, принимай вовремя свое лечение, и все будет хорошо. И вот так вот, вы знаете, действительно, пока так. Ну, и потом она уехала, теперь меня ведет уже наш сельский невропатолог, тоже очень хорошо мне помогает, тоже я делаю лечение у нее. Вот она и потребовала мне сделать УЗИ брюшной полости, и она мне сказала, что вот, ну, по анализам она поняла, что там что-то не то, и говорит, сделай УЗИ брюшной полости. Вот там я узнала, что у меня камни в желчном пузыре. Вот. А так у меня ничего не болело, ни правый бок, ничего, просто из-за того, что вот невропатолог назначила мне, я узнала, что у меня камни. Вот так вот, знаете, вот попадешь к знающему врачу, он может определить и другую болезнь, даже не по своему профилю. Так что вот так вот. Так, нужно воду налить, вода закончилась. Так что, друзья, кто болеет, всем здоровья, всем исцеления. И чтобы кто болеет, чтобы им всегда попадались хорошие врачи. А не так, чтобы было название врач.
и вот, мои дорогие, на сегодня я закончила свою работу, перегладила все. Как я сказала, сегодня мне готовить не нужно, к сожалению, хоть у меня и стаж уже почти 2 года блогерства, но у меня нет-нет, да бывают какие-то технические неполадки с телефоном. Опять записывала, снимала для вас, как я готовила обед. Это был тоже ПП-обед, но обед, который понравился всей моей семье, по идее. Все так красиво, все, в принципе, сняла. Оказывается, я не включила микрофон. Вот такая я, представляете? И поэтому сегодня как-то так. Просто то, что я сегодня после вечера сделала. Вы уж извините, что ничего интересного. Ну вот небольшой кусок моего дня с вами. Захотелось мне его все-таки выложить. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Как-то так.